Еврорадио.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі. А таксама хацеў сказаць праз наш канал на YouTube, але не сябры. Сёння мы не ведзем трансляцыю ў YouTube, таму што учора мы вялі трансляцыю першага паўфінала Еўрабачання з каментарамі вось з гэтай самай студыі, і за гэта YouTube забаніў наш канал на 3 месяцы. Так што стрымаў мы праз YouTube зараз весці не будзем, але ад Еўрабачання мы не адмовімся і працягнем яго абмяркоўваць. У нашай студыі піар-менеджер Сергей Андрыянаў. Прывітанне, Сергей. Прывітанне. Сергей мае досвед працы з артыстамі, якія адбіраліся на дзіцячае Еўрабачанне, якія нават перамагалі ў адборы на дарослае Еўрабачанне. Карацей, эксперт. І яшчэ адзін эксперт па Еўрабачанні, гэта выкладчыца па вакалу Людміла Куц. Прывітанне, Людміла. Прывітанне. Неяк я вас все ж таки, відаць, жанчыну трэба было прадставіць першай, але з іншага боку мы пра Еўропу, да, пра еўрапейскія каштоўнасці і пра роўнасць, чаго мы учора назіралі немала падчас трансляцыі Еўрабачання. Людміла ўвогуле цікавы чалавек. Яна, па-першае, як бэк-вакалістка працавала з фіналістамі Еўрабачання, ну, з пераможцамі нацыянальнага адбора і удзельнікамі Еўрабачання ад Беларусі. Якія былі гэта удзельнікі, Людмила? Первая была Анастасия Винникова, 11-й год. Потом я принимала участие в отборе Алексей Гросс, бэк-вокал. Алексей был в финале белорусского отбора, але не вышел пока что на Еўрабачанне. К сожалению. И на бэк-вокале группа «Аура» несколько лет подряд. Так само и у апошні год, калі Аура спявала песню по-беларуску. Да, в этом году и в прошлом году. За якую мы ўсе заўзелі, але якая ўсё ж таки саступила 16-гадовай песні, 16-гадовай зэны з назвай «Like It», песняй на англійскай мове, песні, у якую я, скажу шчыра, учора не верыў, хаця з патрыятычных, вось у мяне тут ёсць тая паперка, якую я вёў падчас вось гэтай трансляцыі. Я Беларусь, канешне, запісаў той слупок, які, як я лічу, пройдзе, да, у фінал, але чыста з патрыятычных такіх меркаванняў. Ну што, як вы лічыце, гэта сюрпрыз, тое, што Зена прайшла ў фінал? Людмила, мы с вами крыху уже парой слов перекинулись. Сергей, для вас это сюрприз? Ну, в принципе, наверное, с большего, да. Могу сказать с большего, что это был сюрприз. В любом случае, я могу сказать, что я рад за Зену, за ее, рад как за исполнителя, поскольку по моим ощущениям было видно, что на этапе подготовки к конкурсу вот это большое желание попасть на Евровидение, попасть в финал конкурса и сейчас получить хороший результат на конкурсе, в первую очередь исходит от нее самой. Складывается впечатление, что все то, что случалось с ней на этапе подготовки конкурса, это ее инициативы ее отца Александра, и поэтому я очень люблю людей, которые ставят перед собой определенные цели, я очень люблю людей, которые идут к своей мечте, и поэтому, только поэтому я и поздравляю Зену с выходом в финал, что она показала, что у нее есть характер, что у нее есть стержень, несмотря ни на что. И мне кажется, это очень здорово, что в Беларуси есть такие люди, которые идут, несмотря ни на что, к своей цели. И, в принципе... Здесь 16 годов. Уже в 16 лет. Уже 16 лет. И, безусловно, мне кажется, у Зены достаточно участия в различных телепроектах и конкурсах. И, ну, пожелаю ей удачи. Людмила, что вы думали наконт того, наконт перспектив Зены? Все ж таки шмат кто сомневался. Ну вот это факт. Это же у нас всегда вообще сложно. И на самом деле я немножко смотрю Евровидение совершенно, наверное, под другим углом. И слушаю не так, как многие. Потому что даже вот, ну, я была на отборе в Германии, я тоже выбирала не по своему вкусу, в смысле, что вот это моя музыка, потому что я вообще люблю джазовую музыку, и для меня это, ну, я ей много посвящаю и этим занимаюсь. Но занимаясь с учениками, и я уже слушаю разноплановую музыку. И когда я смотрела
хоть я участвовала на бэк-вокале у Ауры, хотя я болела и хотела поехать с ними, но я когда увидела Зену, я увидела, что она как раз в формате Евровидения. И как бы, я Сергею говорила, какую бы подоплеку, что должна быть и на мове вот хорошо, и свои корни, все. Все равно болеют и слушают современную музыку и оценивают все-таки то, что звучит сейчас модно. И хотя она похожа на Бритни Спирс где-то, это не новое что-то такое, я, в принципе, была уверена, что выбор был правильный. Я так сильно не распространялась, но я даже вот с Настей Винниковой общалась еще до. Я говорю, она говорит, пройдет? Я думаю, что пройдет. Я ее знаю как певицу Зену. Она очень хорошая певица, очень перспективная, просто 16 лет, и у девочки, может, еще не хватает такого достаточного диапазона, может быть, вот, но там же были битые такие лошадки уже, которые имеют массу конкурсов за плечами и успех, и они очень нестабильно выступили вчера, и даже меня, разочаровали, а она я так сразу начала волноваться, у нее низа как будто не хватало, потому что, да, но потом она собралась, и, мне понравилось, даже вот ничего не могу сказать. Я говорю, песня, да, я не буду, наверное, ее слушать, но рассматривая в рамках Евровидения, она молодец. То бок песня Зены потрапила у некий еўрапейскі тренд. Ці ўсё ж таки тыя, хто не прайшоў у фінал, просто былі яшчэ горшымі, яшчэ менш адпавядалі вось гэтаму тренду, чым Зена? Я, наверное, скажу, что, в принципе, вот если бы я в этом году был, там, скажем, на этапе прослушивания членом жюри, я бы выступал против того, чтобы Зена была в числе финалистов национального отбора, исключительно из-за музыкального материала, поскольку он предельно слаб, он предельно вторичен, не актуален. Да. И мне, в принципе, выступление Зены напомнило выступление Полины Смоловой 2006 года, когда, в принципе, она, скажем, тоже была хорошей вокалисткой, она хорошо исполнила песню, при этом у нее была сложная хореография, в том числе она справилась. Но материал сам по себе вторичен. И, наверное, в принципе, я склоняюсь к тому, что по каким факторам Зена прошла в финал. В первую очередь, безусловно, что это слабый полуфинал был. Особо, скажем, десятку было тяжело насобирать. А второй момент — это личное желание Зены, опять же, повторюсь, пройти в финал. То есть правильно конвертовалось. Совершенно верно. Успех, да. Все же хотят пройти финал. Вот, наверное, это один из немногих исполнителей от Беларуси на Евровидении, который четко шел к поставленной цели. И третья история — это комплимент от организаторов Евровидения за проведение детского Евровидения в Минске. Я вот думаю, вот эти три основные фактора и... Да, мне совершенно так. Я вот, извините, пожалуйста, я хотела... Я не думаю, что вот... Я говорю, вы смотрите по-другому. А я вот пыталась смотреть, как просто вот зрители, обыватели, за кого голосовать, да? И вот абстрагироваться от всего. И вот, в принципе, меня ее энергетика вчера... Энергетика, но не песня. Нет, тут же все срабатывает. Почему? Голосовали же не только кто... Спасибо, Зена, что Евровидение в Минске прошло. Да нет. Естественно, люди голосовали, как я вчера. Мне понравился Чех. Я за него проголосовала. Чех, да. Я его тоже сразу отметила, когда посмотрела. Мне понравилась Греция, но вчера она мне не понравилась. Ну, это был шикоўны диапазон, такой незвычайный вокал у греческой выканаўцы. Все равно отзвук современного Чарли Путс. Вот я его услышала, все. Куда? Все вторично. Нету там такого, что я открыла бы рот и сказала, такого еще в жизни не было. Да, но второй момент, что есть, скажем, как я называю, доступный дешевый масс-маркет, а есть дорогой масс-маркет. В принципе, это важные детали, как бы различать их. Но я опять же повторю свою мысль, когда Беларусь участвует в этом конкурсе, когда исполнитель участвует в этом конкурсе, у каждого должна быть определенная цель. Мне кажется, в случае с Зеной, вот у нее как бы вот эта цель именно есть. И она, мне кажется, даже уже понимает на сегодняшний день, что она будет делать после Евровидения при любом результате, при любом раскладе. И вот это очень похвально, что человек, когда идет на конкурс, он знает, почему он туда идет. Но она же не сама пошла, просто я бы пошла. Нет, так вот именно... За ней стоят люди,
Нет, стоп, которые... секундочку. Да? Так вот именно эта деталь, что Виктор Дробыш не собирался ее отправлять на Евровидение, она сама нашла песню, точнее, познакомилась с автором, и пришла к Виктору Дробышу и убедила Виктора Дробыша. Падманом нават. Яна уже там пришла в апошние дни и сказала, Вот, все, что вот, у меня вот есть это, да. То есть песня, это да. не то, Она же что была... победитель «Фабрики звезд». И Дробыш ее видел и работал с ней. Но Але не Дробыш- хотел Он знает отправлять А её на он не Евровидение, хотел это отправлять, он правда. сказал, пускай она поучится Ну, немножко, может быть. повзрослеет, и он давал официально эти комментарии. Да. И вот в это именно подкупает, что она вот сама напролом, несмотря на критику к песне, несмотря на критику к вокалу, там, к номеру, она там, к костюму, она все равно идет к своей цели. И, безусловно, я таких людей очень приветствую. Поэтому Зенов, да, для меня по данной категории большой Да. молодец. Но девчонки 16 лет вообще. Уже. Але Сергей вось лічыць, што ўсё ж таки палітыка мела дачыненне да гэтага рашэння, да? Ну, то бок я маю на увазе, што дзіцячае Еўрабачанне ў Мінску і адпаведна палітычнае рашэнне накінуць, я не ведаю, Зэне, і гэта з боку журы, відаць. Ну, то бок з боку гледачоў гэта ж не Но мы же, зробіш, да? стоп, мы же не видим результаты зрителей. Вот именно, что за результатами зрителей может быть все что угодно. Результаты это жюри в день финала будут опубликованы, и мы увидим, кто сколько и как проголосовал. Ну а да. как зрители проголосовали, мы же не Нагадаю, знаем. што зараз Беларусь назвалі другой краінай па парадку, якая выйшла у ліку 10 фіналістаў, але гэта нічога не значыць, да? Это не значыць, Ну, што конечно. Беларусь заняла ў паўфінале другое месца, і мы сапраўды даведаемся. То бок, ну, вось цікава, да? Давайте вернемся да нумара, да вакалу. Сергей прапісвае ўвесь час, дакладней, Людміла прыпісвае нейкі дарослыя вось мэтанакіраванасць, да, вось дарослыя рысы, да, што яна ўжо будзе ведаць, што яна адбываецца. Я ўжо заблытаўся, хто з вас гэта казаў. Здаецца, Сергей, да? Вось гэта дарослыя рысы, 16гадовая дзяўчынца. І так атрымалася, што яна сабе таксама гэтыя рысы ну, нейкім чынам імкнецца прапісаць. Да, мы абмяркоўвалі гэта ўчора з Вікторам Дробышам, няхай не вельмі дыпламатычна у нас гэта з ім атрымалася, але да, тым не менш, да? Вось, ён сказаў, што ён пераконваў яе адмовіцца ад гэтага і ўсё ж таки вярнуцца ў вобраз дзяўчынкі, маўляў, гэта будзе плюсам, козырам, да, які нельга не скарыстаць. Мне здаецца, што яна ўсё ж таки выглядала крыху старэйшай за Смотрите, ну, можно я сейчас немножко добавлю сразу мысль такая. Я, наверное, в данном случае, скажем, рад за Зену еще потому, что вот это вот полностью она сама. То есть, видите, она сама фактически, получается, выбирала себе наряд, она сама себе там выбирала номер, получается, с большего. И это ее результат, это ее победа. То есть она в данном случае зачастую происходит, что на этапе подготовки к Евровидению артист у нас в Беларуси становится неким продюсерским проектом на 4 месяца, на определенный период. А потом опять начинают существовать сами по себе. Так вот, в случае с Зеной, как мне кажется, случилось, что она такой продолжит. Это и есть она. Цікава, То есть што она не стала проектом за этап Евровидения. Зену ад пачатку ўспрымалі як прадзюсарскі праект. Яна была гадаванкай Віктора Дробыша, і гэта не хавалася, як бы... Ну, мне кажется, в данном случае здесь это как бы стратегическая или ошибка, или помарка со стороны отца Зены, который вот, скажем, а может это часть контракта, мы же не знаем, где просто вот задача везде приписывать, что она артист Виктора Дробыша. Хотя она уже сама по себе весьма самодостаточна. Але Сергей мае рацыю. Усё, што адбывалася з Зенай, адбывалася як бы, вот дзіўна, да, як бы насуперак волі Віктора Дробыша. Да. Я не ведаю іншых прыкладаў такіх, калі б артыст так сістэмна ішоў супраць свайго прадюсера літаральна ва ўсім. Ну, смотрите, Нет, я не верю в это. На самом деле, извини, просто я же была, я не думаю, что это тот вариант был такой, этот вариант другой. Все подписывают какой-то контракт, ну, на время Евровидения. Я, например, была брюнеткой, мне сказали, ты будешь блондинкой, хоть я бы там, сбежите меня не буду, но нет, меня все равно, теперь привыкла. Нет, спасибо большое Лолите, да, я благодарна очень. Нет, ну, и ты, если мне сказали приклеить бороду, мне приклеили, я бы ходила, понимаешь, цимбалы так цимбалы, потому что все работают, команда работает, а не капризы девочки, я хочу там сапоги до ушей или еще что-то. Вот почему-то мне как раз-таки кажется, что в этом году отпустили ситуацию. Да, и Белтелерадиокомпания
со своей стороны отпустила ситуацию, и отпустила ситуацию со своей стороны Дробыш. Виктор Дробыш, потому что у него с белорусами было, скажем, два не очень хороших результата. Это Айван и Наталья Подольская. И потом, что Виктор Дробыш снова встречается на Евровидении с Филиппом Киркоровым. Сябры. А у них не очень хорошие Да, отношения. ну, я в Мушу этом вас вот. перапыніць. Пачнем з гэтага другую частку эфіра. Зараз перарываемся літаральна на 2 хвіліны на навіны. Мы з экспертамі па Еўрабачанні абмяркоўваем першы паўфінал конкурса, які адбыўся учора. Не пераключайцеся. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Настаятель храма помніка ўсіх святых протаэрэй Фёдор Поўны сказаў, што зоймецца вывучэннем курапатаў для канчатковага фармавання пазіцыі праваслаўнай царквы. Такое даручэнне зрабіў Поўнаму мітрапаліт Павел. Урад ратыфікаваў пагадненне з Кітаем аб будаўніцтве нацыянальнага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту. Яны будуць створаныя за грошы КНР. КНР дасць $180 мільёнаў на гэтую тэму. Для будаўніцтва басейна міжнароднага стандарту выдзелілі зону на Кальварыйскай, а для нацыянальнага футбольнага стадыёна на Ванеева. Басейн будзе ўмяшчаць 6 000 месцаў, а стадыён 48 000 квадратных метраў і 33 000 месцаў. На выставе «Мілекс» у Мінску сёлета прадэманстравалі спецсродак для барацьбы з вулічнымі акцыямі. Гэта спецаўтамабіль з прыладай загараджальнага тыпу «Рубеж». З аўтамабіля вырастае сапраўдная металічная сценка, якой можна адціскаць натоўп. Можна меркаваць, што такім чынам беларускія сілавікі рыхтуюцца да вулічных пратэстаў. Чалавек, які паведамляў сёння пра мініраванне мазырскага суда, пакінуў нумар тэлефона апазіцыянера Андрэя Павука. Пра гэта заявілі міліцыянты самому Павуку. 15 траўня невядомы паведаміў, што будынак суда ў Мазыры замінаваны. З будынка эвакуявалі ўсіх людзей, сам суд ачапілі. І гэта не першы выпадак, калі нехта тэлефануе і дае нумар Павука. Апазіцыянера ўжо з такой нагоды затрымлівалі 20 сакавіка, зрабілі ў яго дома ператрус, забралі тэхніку, а таксама затрымлівалі і самога Андрэя. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы тут абмяркоўваем, што трэба было тэгнуць нашых гасцёў у посце ў Фейсбуку. Там можна зараз глядзець гэты эфір, таксама як і ВКонтакце і в Аднакласніках, і праз наш сайт, дзе яго таксама можна і слухаць. Мы абмяркоўваем Еўрабачанне. Першы паўфінал конкурса 2019 года прайшоў учора у Тель-Авіве, в принципе, там же, где пройдет другі паўфінал і фінал. У нас у гасцях піар-менеджер, які мае музычную спецыялізацыю і нават спецыялізуецца на Еўрабачанні, можна так сказаць. Так. Сергей Андрэяну, яшчэ раз прывітанне. Сергей Прывітанне. і Людміла Куц, выкладчыца па вакалу і нават удзельнік Еўрабачанняў, удзельнік адбораў на Еўрабачанні і спявачка. Да, і ў гэтым годзе Людміла ўваходзіла ў журы ў нямецкім адборы на Еўрабачанні, што вельмі, дарэчы, цікава. Людміла, слухайце, калі я ўжо пра гэта ўзгадаў, вот адрозніваецца беларускі і нямецкі адбор. Якія б вы назвалі вот самыя галоўныя адрозненні? Ой, вот когда меня сравнивают... Это небо и земля. Ну, я не сказала бы, что небо и земля, у нас просто все по-другому. Мне, когда написали на Facebook, на почту пригласили, я думала, что это розыгрыш какой-то, я даже не поверить не могла. Вот. Я в спам отправила письмо, и мне сижу на даче, никого не трогаю. На чисто английском языке начинается мне звонок. И меня приглашают, я со страху никуда ничего не поняла. Вот. И потом мне все переслали, и я поняла, что меня приглашают принять участие, да, в отборе. Я согласилась, не зная вообще, чего. Но стали приходить, письмо пришло, что я должна 4 тура. Это 20 человек еще экспертов тоже, они отслеживали. 20 экспертов, 4 тура. Да, присылали там сентябрь, по-моему, ноябрь, до Нового года, по-моему, декабрь. И вот уже в феврале приглашают на отбор. Финал. Да, финал в Берлине это все происходит. То бок не было нейкага вот такого открытого прослуховывания конкурсантов. Это 20 человек вырашали, выставляли свои оценки заочно.
Да, Не, да. Там присылали сначала... Вам досылали материал, Да. и вы глядели его Мы сама прямо у зручный онлайн час? это все. Там нельзя. Сегодня я подумаю, завтра я там вот Васю, потом... нет, не Васю, потом... Это я уже ставлю и уже никуда. Я тоже первый раз их вижу, если некоторых не первый раз уже. Там многие были, которые участники X-Factor, там «Голос». Вот. И 4 вот... Тура? Да, 4 тура проходит, и уже в феврале, 22 февраля, я поехала в Германию, в Берлин. Я до конца думала, что это опять розыгрыш. Ну, вот. Ну, а які, на вашу думку, фінал був більш відкритий? От беларускі... Конечно, немецкий. Там вообще... Але беларускі фінал у гэтым годзе пазіцыянаваўся як просто суперпразрысты. Да? Мы вот назіралі экспертаў, якія выставляли по поводу, я адзнакі. могу сказать, прозрачности белорусского отбора, здесь могу я добавить, что я уже это четко понимаю, эту мысль, что у нас прежде чем проводить отбор на Евровидение, надо вначале провести отбор на членов жюри. Насколько они обладают той компетенцией, там находиться, там оценивать и так далее и тому подобное. Ну, мне не стыдно за свое участие в немецком отборе. Мне, конечно, это было очень лестно, и непонятно вообще, каким образом я там оказалась. Но про меня, оказывается, там все знали. Ну, объявили меня как... Ну, это есть в интернете, можно посмотреть. Вот. Кроме 20 членов жюри, которые имеют отношение к Евровидению, там участница, господи, боже ты мой, Испании, Исландия, Ирландия, все... Чакайте, удзельнікі з іншых краінаў адбіраюць удзельніка ад Нямецчыны. 20 членов жюри международного только было. 100 членов жюри немецкого. Кроме огромная комната, там 100 человек сидит немецкое жюри, 20 членов мы сидим 20. Никто не имеет права, это не говоря, что там стрелять будем, если... Вот, у всех там эти планшеты и огромный-огромный экран, шикарнейший звук. Вот. Что самое главное в отборе, Да, в принципе. и для участников, и для нас, потому что человек все-таки то, что слышит, когда плохой звук, люди борются со звуком, ну, певцы. И, наверное, вот я хочу в данном случае... Извини, пожалуйста, я просто у них нету бэк-вокала живого, у них только певцы поют, но они поют, да, идет. Да, и, наверное, вот это вот сейчас как бы у меня вытекает сразу такая мысль касательно нашего белорусского отбора, что, опять же, здесь наше государственное телевидение должно для себя определить, какая цель от этого проекта. Или действительно надо закрыть отбор, потому что он за последние годы превратился в какой-то дом культуры. У нас раньше был бренд Еврофест, бренд уже международного образца, который создал Александр Тиханович. Он, в принципе, уже, скажем, был на международной арене, точно не уступал бренду «Славянский базар», я имею в виду именно по узнаваемости на международной арене. Сейчас это такой местный дом культуры, который где-то проходит в маленьком помещении, поэтому, наверное, если делать в дальнейшем какой-то отбор, оставлять открытый, то это должен быть, безусловно, масштаб и вовлеченность всей страны, как это было во времена Еврофеста. Як вы думаете, Сергей, вось колькасць экспертаў, да, у Нямецчыне 100 незалежных экспертаў. Да, так еще зрители голосовали. І 20 яшчэ, ну, ніяк не сказать залежных, да, але 20 да. Так як бы на першым плане, 100 на другім плане і галасаванне гледачоў. Вось гэта колькасць. Последнее. Кажется, уже все. Вот. И последнюю точку ставит шеф. Все подошло. Он выставляет свои баллы. И, наверное, вот только тут он может что-то скорректировать. Но опять же, он берет на себя ответственность. Я за то, чтобы всегда люди, которые занимаются своим делом, они брали на себя ответственность. А соответственно, ты на себя можешь брать ответственность, когда ты горишь этим делом, когда оно тебе интересно, когда ты готов отвечать за результат. Поэтому, мне кажется, вот этого белорусскому отбору очень не хватает. И я повторюсь мысль, что кто сегодня тот человек, который несет знамя Евровидения, как это раньше, там, 10 лет назад нес Тиханович. Все знали четко, что Тиханович отвечает за Евровидение. Все вопросы были к Тихановичу. Компания, як бы. Хотя она и ранее была. Ну, что значит белорусская компания? Там, то есть, если люди, которые, то есть, там, понятно, есть Иван Эйсмонт, он там как глава делегации, а кто остальные люди, которые, там, Ольга Шлягер, Ольга Соломаха, кто эти люди, которые на себя берут вот эту всю ответственность за национальный отбор? И, в принципе, даже проход Зены в финал, он не решает проблемы национального отбора, потому что, я еще раз повторюсь, сегодня национальный отбор в плачевном, ужасном состоянии. Ну, але тым не менш Зену нейкім чынам выбралі і высветлілася, што менавіта вось гэтая песня ў фінал прайшла.
Ну, так слушайте, ці інакш. І гэтым поспехам, я думаю, у наступным годзе, безумоўна, ён стане аргументам на карысць захавання той сістэмы, якая была ў гэтым годзе, таму што атрымалася. Працуеце по системе, как бы, да? Нет, ну пускай на здоровье эта система остается, но опять же, ну в отборе должен быть масштаб, я имею в виду. Это, возможно, должна быть площадка там 2. То есть, скажем, вот когда присутствовал на детском Евровидении в Минске, я пришел к мысли, что, ну, понятно, по моим личным ощущениям, поскольку я был сопричастен к детскому Евровидению в 2010 году, здесь я с большего был как зритель в году, и для меня в 2010 году, несмотря на то, что стран было по количеству участников детского Евровидения в Минске меньше, он был более международный конкурс. Сейчас, мне кажется, у нас детское Евровидение прошло на таком отборе, как у нас должен всегда проходить национальный отбор. Я имею в виду, вот есть эта планка, к которой мы должны стремиться. И эту, в принципе, планку нам поставил Александр Тиханович когда-то. А так получается, что мы даже сегодня не можем достать ту планку, которую поставил Тиханович 10 лет назад. Ну, хотя надо самое ее цікаве, уже... што мы ж можем правесці дзіцячае Еўрабачанне на гэтым узроўні, да? Чаму мы не можем правесці нацыянальны адбор на тым же самым узроўні? Ну, дзіўнавата. А што могуць скептыкі, да, крытыкі гэтай сістэмы запярэчыць? Што фінал, з якога выходзіла Зена, быў паўфінал, быў слабаватым, што там сапраўды было складана набраць вартых кандыдатаў у дзесятку, да, наколькі вы, Людмила, з гэтым пагодзіцеся? Тыя нумары, якія не прайшлі, да, калі браць Бельгия, Грузия, вот так. Черногория. На самом деле, вот у меня впечатление, я опять буду, как Сережа там глубже все знает, а я знаю так, вот я на диванчике лежу, мне легко, хорошо, я ни в чем не участвую. С усими остальными глядачами полуфинала Евробачения. И говорю, что-то тут вот у нее не то, что-то у него не там. Вот, на самом деле впечатление, я все-таки музыкант и певица, и не побоюсь этого слова. И я ощущаю, я понимаю, насколько волнение. Конечно, у кого-то нервы хорошие, у кого-то... Там все готовились, естественно, и каждый считал, что его песня достойна финала. Естественно, что не приехали так просто так потусоваться. Вот. Первая девочка... Я сначала смотрела клипы, посмотрела... Конечно, в клипе все здорово. Там и голос выровнен, и все, и оно впечатляет, и совершенно другое впечатление. Думаю, нет, я все-таки посмотрю уже. И совершенно картинка поменялась. У меня не поменялась картинка с Чехом. Вот сразу он мне понравился, и все стабильненько, здорово. Вот. Первая девочка, как она, ну, я такие песни не очень люблю, может быть, тут опять вот вкус, да? Это но... киприотка, да. Подобная до Мадонны. Вот опять же, всех... Но это был дорогой масс-маркет, я знаю. Я не спорю, мужчинам, конечно, красивая. В принципе, на ее думку не было... Все замечательно, с ней, ну, мне как-то так, ну, вот никак. Из тех, кто не прошли, кто, по вашему мнению, должен был быть в финале? Я думаю, что грузин. Хотя, когда смотрела клип, мне как-то вот, ну, я тоже опять не моя музыка, может быть. Вот, но что там великолепно... Ну, когда он вчера вышел, у него мощная энергетика очень. Он очень это все... Ну, меня это где-то задело. Знаете, что я хочу сказать? Я лично для себя отметил, что в этом году страны пошел такой тренд, что каждая страна, ну не каждая, большинство стран хотели показать и рассказать какой-то месседж в своем номере, в своей песне. То есть в этом был какой-то масштаб. И на этом фоне Зена и Сан-Марино, в принципе, они были для меня одинаковые, Зена и Сан-Марино, по композициям, по легкости. То есть они были легкие на восприятие, и, наверное, возможно, это тоже, кстати, не знаю, помогло для меня пройти. Сан-Марино это просто ужас какой-то был. Я так само хотела задать вам, Сергей, пытанне сустрэчнае, якіх бы фіналістаў вы ў фінал не ўзялі, да, калі вось так подумать. Вот мне кажется, Бельгия, мне-то уже не понравилось. Ну, мальчик там Бельгия так... не прошла, мне сдается. Не прошла. Да, хлопчик. Он так бедный, такие... по-моему, перенервничал, что у него не хватало дыхания. И он, вот эти, которые били в барабаны, они были более активны. Я скажу, что мне, в принципе, Польша очень понравилась. Они были колоритны, самодостаточные. Совсем у них была плохая съемка.
принципе, как и у Зены. Не прошли. И не прошли. Вот мне кажется, это Вот это единственное... фолк-номер такие, Да. как Ну, мы его назвали, кто бурановские занимается девчонки. фолком, тот тоже мне сказали, ой, нет, Хотя там ничего вы- особенного действительно что не они было. Там не в было унисон пропели. Ну, в многоголосия, не принципе, было такого. И белый звук, Да. ну это Так, опять... ты справа. это- Мне здаецца, вось я можа Кусачына выкажу ўжо зараз такая. крамольную думку, але і ў Зены ў нумары не было нічога асаблівага. Да. Вось, як сказалі, месседж, нейкая ідэалагічная нагрузка. Потому да? что- да. Вот у венгра была песня про бацьку. Да, я И поняла. проецировались бацькі, да, ну, ты глядишь, ну, пафос, да? У Да. грузина вот так само... Польша участвует в Евровидении в этом году 25-й раз, и они решили таким образом отметить свой юбилей, отправить песню на Нет, мне, в национальном принципе, языке. против Польши у меня ничего не возникло. Это, я говорю, опять же, не мое, но, в принципе, это... У грузина тоже Да. был месседж. Ну, И вот у гэтым у- был месседж у польской, а Ну, у вы Зены... немножко, я говорю, вы смотрите, вот вы раскладываете все. Я стараюсь Да. смотреть Мы глазами. спробуем зразумець, Да, я- да, если што ж Мы адбылося. с вами поговорим о музыке, так я вообще закрываю, я говорю, это я не хотела в Евровидении вообще влазить, но меня как будто, я не знаю, не отбудешь. Да. Вот. И очень, ну, смешно получается. Ну, мы посмотрим. так само. Завтра будет второй полуфинал. Он Там будет, посильнее, он мне будет кажется. сильный в разы. И если бы Зена однозначно была во А втором вот полуфинале, она бы не прошла. это Что вы точно. скажете про конкурсантку з Аўстраліі? Вось там нумар Zero Gravity, Да, да? да. Мне ён вельмі спадабаўся. Я лічу, што яна мае патэнцыял. Да, ну, і зноў жа, возможно, Аўстралія... сказочная очень. Да, И, кстати, раньше вот, ну, как бы типа классический, да, классический вокал, он какой-то был, ну, мне кажется, недостаточно, как бы там не впечатлял так. А у нее и композиция сама была очень красивая, вот это вот, и Да. все относительно Визуализация. чисто спето, там это Это было шататься. подобно на песню с «Пятого элемента». Да, Калі да, оперная да. У нее спевачка очень легкий, выходит. красивый голос, но там у нее и звание, и всего, и куча дисков, там понятно, что. И все равно человек, ну, вот эти вот, конечно, вот эти вот я не знаю, меня вызывал всегда смех сначала в интернете. Мне как вельмі бы. дзіўна, як яна смогла спяваць. Да, Вось да, это да, і да. фізичная Но я форма все время мусіць думаю, ну быць сейчас чалавека. грохнуться. Вот я говорю, Не, эти ну, грохнуться, палочки. не грохнуться, але калі тебе Ну, гайдае туды-сюды. сказочно, красиво, Да. ничего не это самое. Ну, вообще на Евровидении могу сказать такой небольшой секрет, что, как правило, на Евровидении, ну, во всяком случае, так с 2009 года завелось, что в финал проходят страны, значит, к примеру, в полуфинале сколько там, 18 стран, из первой девятки 5 стран, из второй девятки 5 стран. То есть у организаторов есть такая четко, можете обратить на эту деталь внимание, когда будете смотреть второй полуфинал. Цікаво, можна праверыць гэтую Да, тэорыю сапраўды. Вот. Да, Вот, а поэтому я как бы уже... А я опять буду смотреть вообще. Да. Просто вот, когда не знаешь, оно по-другому смотрится. А уже вот это все вычисление, оно не всегда совпадает. Вот я говорю, не всегда мне... Вот, ну, у меня почему-то... Когда итальянцы на второе место в 2011 году, его никто не ставил даже в это. А я говорю, мне больше всех понравился итальянец. Мне говорят, да какая у него ни картинки, ничего. И он ровненько на второе место прошел. Вот когда мы... У меня как... Ну, я Чуйка. по-другому. Даже не чуйка, я не знаю. По другим углам. Да. Ну, вообще, на самом деле, может быть, знаете, какая еще есть вот прелесть в результате Зены, в результате выхода в финал, в том, что уже пора относиться с легкостью к этому конкурсу. И, Да возможно, давно. и знаете, что, наверное, вот случилось в этом году? Ну, так скажем, безразличие включил Дробыш, безразличие включила Белтелерадиокомпания, и это надо было только Зене. И оно вот с ней и случилось. І гэта спрацавала. И это вот... И она какая-то, знаете, вот получается, Мне есть здаецца ўвогуле, легкость. што Зена на некалькі месяцаў знікла просто з медыйнага поля. Да, вось адгрымеў гэты фінал беларускага адбору, яе выбралі і вось на мінулым тыдні яна выпусціла кліп. Да, Ну, Виктор Яковлевич Дробыш напоминал о подогревал, Зене да. за счет И, до своих речи, комментариев. это... Ну, я говорю, не знаю всех вот этих подводных камней, но мне было это очевидно, что она и пройдет, и даже в финал. Я не вот Гэта апынулася не такім ужо і скандалам атрымалася. Вось скандал з гомафобнымі выказваннямі Дробыша атрымліваецца мы Ой, падраздулі, я- а ў Еўропе яго, відаць, і не заўважылі хутчэй за ўсё. Таму што Еўрабачанне было вельмі талерантным. Першы паўфінал, да, ад чаго на ўсходзе ад нашай краіны зараз скрэпы трышчаць, гэта ад почему же мужчын, якія цалаваліся ў правды, да? Наш комментатор Евгений Перлин тоже давал І о себе і у знать. нас таксама, да, патрэсківала. Да. Што сказаць? Все-таки он комментирует на всю страну, на весь мир, он тоже І должен тым не менш, забывать. гэты скандал з Дробышам не сапсаваў
зэне, ну я не ведаю, карту, прынамсі вось на гэтым этапе. Это значыць, што ўсё ж такі мы з нашай медыйнай прасторы нейкімі іншымі вачыма глядзім на гэтую сітуацыю, чым еўрапейцы. Да, нешта, што нам важна, яны не заўважаюць, нешта, што... Мы формируемся, мы ищем себя, и мы на все сейчас обращаем внимание, как нация, я об этом говорю. Але я гатовы пагадзіцца. Вось у гэтым годзе еўрабачання сапраўды было не шмат у нашай медыйнай прасторы. Александр Лукашенко нічога не казаў пра яго. Да, і... На большом совещании. Говорили. Ну, сказал, да. И сказал, мы николи этот конкурс не выиграем. Да, и все расслабились. Ну, раз Александр Егорович разумеет, значит... Просто, знаете, наверное, все как-то... Мне почему-то складывается впечатление, вот в медиапространстве немножко подустали от Евровидения, подустали от этих скандалов, подустали от всего происходящего, потому что по итогу, ну, какая цель? Туда съездить, вернуться и стать корпоративным певцом? Да. И мне кажется, как-то все выдохнули. Я вымушаны зноў жа вас перабіць. Трэба скончыць нам эфір. Не будзем рабіць выгляд, што і мы падусталі ад Еўрабачання. Мы паразмаўлялі яшчэ 40 хвілінаў, але тым не менш. Сергей Андрыянаў, Людмила Куц былі ў нашай студыі. Мы абмяркоўвалі выхад зэны ў фінал. Час перарвацца на навіны. Пачуемся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Камітэт дзяржкантролю